Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Коррупция – это, несомненно, социальное зло, с которым ведется беспощадная борьба. Завтра, 19 сентября, у нас в Душанбе состоится 9-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Ну а сегодня в рамках этого мероприятия в комплексе Кохи-Сомон состоялось заседание рабочей экспертной группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции государств-участников Содружества. В Душанбе в комплексе Кохи-Сомон состоялось заседание рабочей экспертной группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции государств-участников СНГ. В работе заседания приняли участие ответственные лица Совета из органов генеральных прокуратур Российской Федерации, Беларуси, Кыргызстана, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и Исполнительного комитета Содружества независимых государств. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся 9-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое состоится 19 сентября. В работе заседания примут участие члены Совета из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Армении и Беларуси. В рамках заседания ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. Ну и в продолжение темы коррупция считается важной общественно-политической проблемой, которая снижает темпы экономического роста. Преступления коррупционного характера причиняют существенный вред авторитету страны, препятствуют нормальному функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата управления иных органов и организаций, причем независимо от форм собственности. Ну и самое главное, подрывают доверие граждан к властным структурам. В Российско-Таджикском славянском университете прошла открытая лекция по противодействию коррупции. Слово моей коллеги Зумрат Фазиевой. В рамках 9-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Российско-Таджикском славянском университете прошла открытая лекция, которую провели представители Управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На мероприятии было отмечено, что необходимо внедрять антикоррупционные практики, обучать студентов принципам этики, честности и развивать механизмы контроля безопасности и прозрачности в профессиональной деятельности. Сегодня проходит 9-я Межгосударственная ассамблея по противодействию коррупции. Как мы все знаем, коррупция является антисоциальным явлением, которое запрещено законом. Данная проблематика является очень актуальной на нынешнее время. Наша республика всячески предпринимает различные меры, концепции по противодействию коррупции и пресечению фактов коррупционного проявления. Мы, преподаватели Российско-Таджикского славянского университета, также ведем занятия по противодействию коррупции и всячески способствуем предотвращению и профилактике коррупционных проявлений на территории и нашего государства, и на территории вуза. На открытой лекции студентам и преподавателям были презентованы механизмы и методы борьбы с коррупцией в системе государственного управления, модели антикоррупционного управления и инструменты воздействия на проявление коррупции. Специалисты также рассказали о важности внедрения и обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также реализации обязательств государств-участников соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами. В рамках заседания по противодействию коррупции специалисты отрасли провели нам содержательную беседу. Нам было очень интересно. Мы повысили свои знания в этой отрасли, и мы благодарим гостей за такую содержательную беседу. Хочу выразить большую благодарность за проведение таких мероприятий. Я считаю, что они необходимы для студентов вне зависимости от направлений. Они помогают нам узнать о законах. Лекция по противодействию коррупции пригодится не только в рамках нашего вуза, но и в нашей дальнейшей жизни, в опыте. Я считаю, что это очень важно для развития и улучшения знаний.
Преступление с коррупционной направленностью причиняет существенный вред авторитету государственной власти, препятствует нормальному функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата управления иных органов и организаций независимо от форм собственности и подрывают доверие граждан к властным структурам. Необходимо убедить общество, что коррупции можно противостоять и что существуют инструменты, чтобы обуздать ее. Зумрат Файзиева, Дали Раджабов, Дильшоди Хушбахт. Новости. К другим темам. Руководствуясь программой профилактики ожирения и развития здорового питания в Республике Таджикистан, это охватывает период с 2019 до 2024 года, которая направлена на предотвращение роста неинфекционных заболеваний, по инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни в городе Гисаре был проведен фестиваль, посвященный профилактике неинфекционных заболеваний. По инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни при поддержке партнеров по развитию сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни города Гисар был проведен фестиваль, посвященный профилактике неинфекционных заболеваний. В ходе мероприятия было отмечено, что для профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе повышенного давления, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за весом, быть физически активным, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Увеличение потребления овощей и зернобобовых, а также снижение потребления жиров и сладких газированных напитков способствует предотвращению многих видов заболеваний. Государственное учреждение Центр формирования здорового образа жизни города Гисара планомерно проводит мероприятия по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний. Так, в 12 сельских джамуатах города Гисара были проведены мероприятия, направленные на предотвращение инфекционных и неинфекционных заболеваний, профилактику повышения давления, ишемической болезни сердца, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках фестиваля состоялась оживленная беседа с жителями Гисара, а также была продемонстрирована культурно-образовательная программа с наглядными поучительными сценками и проведена викторина на тему причин возникновения неинфекционных заболеваний и их профилактики. Победителям викторины были вручены памятные подарки. Ну и в завершении спортивные новости. Со 2 по 6 октября текущего года в Душанбе во Дворце тенниса и водных видов спорта пройдет первый чемпионат мира по дзюдо среди подростков и молодежи. Ожидается, что в этом чемпионате примут участие лучшие дзюдоисты со всего мира, что, несомненно, обеспечит зрелищные и напряженные схватки и привлечет внимание многочисленных болельщиков, любителей этого прекрасного вида спорта. Слово Шахло Бердыевой. В столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе, состоится еще одно спортивное мероприятие мирового уровня – чемпионат мира по дзюдо между подростками и молодежью. Это станет важным событием в истории таджикского спорта и предоставит уникальную возможность молодым дзюдоистам из разных стран продемонстрировать свои таланты на мировой арене. Организаторы уверены, что мероприятие не только станет грандиозным праздником спорта, но и внесет значительный вклад в развитие дзюдо в Таджикистане. К настоящему времени об участии в чемпионате заявили 45 стран. В последний день состязаний пройдет смешанный командный турнир. По словам представителя Федерации дзюдо страны, этот турнир оставит незабываемый след в истории таджикского спорта и будет способствовать укреплению международных спортивных связей. Чемпионат мира по дзюдо среди молодежи станет важным шагом к популяризации данного вида спорта в Центральной Азии. Также предоставит уникальные возможности для юных спортсменов заявить о себе на мировой арене. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Реализуется в образовательной, культурной, здравоохранительной, молодежной, национальной и международной сферах.
В период независимости на территории страны, в том числе и в образовательных учреждениях, то есть для подростков и молодежи, было построено более 11 тысяч спортивных сооружений. В республике функционируют 126 стадионов, 7,6 тысяч спортивных площадок, 2,2 тысяч спортзалов, бассейнов и оздоровительных комплексов. Данные сооружения повысят уровень физической подготовки молодежи и способствуют развитию спорта в Таджикистане с целью укрепления и улучшения физического здоровья подрастающего поколения и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!